На встрече с кадетами представитель военкомата начал беседу с рассказа о льготах. Дополнительные баллы можно получить за спортивные успехи, участие в конкурсах, олимпиадах и активную общественную деятельность. Все это помогает абитуриентам укрепить свое место в конкурсном списке. Если есть у вас родственники, кто участвует, либо был участником боевых действий, участником спецоперации, это то же самое, без очереди поступление идет, но это везде сейчас, в военных, гражданских вузах. Упомянули и о пенсии. Военная служба предполагает ранний выход на заслуженный отдых. 39 лет я могу, сейчас пока не могу уйти на пенсию, пока действует указ президента о частичной мобилизации на СВО. Сейчас в следующем году, допустим, отменят этот указ, я могу в 39 лет уже пойти на пенсию, получать со своей должности около 50 тысяч пенсию. Представитель военкомата объясняет, какие военные учебные заведения в России открыты, куда можно поступить и какие требования предъявляют к будущим курсантам. Подробнее рассказывают о военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге. Это одна из престижнейших академий, и она выпускает такие специальности, это как вещевое обеспечение, начальник вещевой службы, начальник продовольственной службы. Для ребят это не просто информация. Многие из них уже рассматривают военную службу как будущую профессию. Ислам Аушев учится на 6-м курсе. Говорит, выбрал кадетский корпус осознанно. С детства интересовался военным делом. Собираюсь поступить в военно-медицинскую академию в городе Санкт-Петербург. Я, когда был маленьким, я именно захотел стать врачом. Когда немного подрос, я узнал то, что можно поступить именно в военно-медицинскую, то есть можно совместить и военное дело, и медицинское вместе. Поэтому я выбрал военно-медицинскую академию. Представитель военкомата также отмечает, что военные вузы – это не только строгая дисциплина, но и широкие возможности. Курсантов обеспечивают формой, питанием и общежитием, а также они получают денежное довольствие, то есть стипендию. По выпуску офицер обеспечивается уже работой, так сказать. Ему уже дают специальность, дают направление в воинскую часть. Не надо искать работу. Ты подписал контракт, тебя отправили в воинскую часть на специальность, по которой ты учился, в отличие от гражданского вуза, после окончания которого очень проблемно найти работу по специальности. Помимо высшего военного образования, ребятам напоминают, что существует и более короткий путь. Это получение средней военной специальности. Там не надо 5 лет учиться, 2,5 года учишься, выпускаешься в звании прапорщик. И то же самое дают должность либо техник, либо начальник склада, либо инструктор. В этом году количество бюджетных мест в военных учебных заведениях увеличилось, благодаря чему конкурс заметно снизился. Теперь у абитуриентов больше шансов поступить. Есть хорошая возможность поступить без конкурса практически. Может быть, еще 27-й год. А так как уже наборы идут уже 2-й либо 3-й год, уже скоро такие возможности пропадут. Опять вернется все конкурсом 10-12 человек на место. С 1 сентября военные вузы снова принимают документы. Прием продлится до 20 апреля. Для желающих стать курсантами сейчас самое время обратиться в военкомат, получить консультацию и подготовиться к поступлению. Мария Амбата, Маунгирия Хильгов, Магаз 24.